В библиотеке имени Гаспринского почтили память выдающегося поэта, ветерана национального движения крымских татар Идриса Асанина. В своих произведениях Идрис Асанин отражал всю судьбу нашего народа, а также борьбу за возвращение на родину. В памятном мероприятии побывала и наш корреспондент Мавиле Июб. Памятное мероприятие, посвященное 90-летию Идриса Асанина, началось с исполнения песни заслуженного артиста Крыма и Татарстана Арсена Бекирова. Слова песни принадлежат Идрису Асанину. Почтить память Идриса Асанина пришли единомышленники, соратники, родные, в частности его жена Лемара Асанина. Идрис Асанин – автор сотен стихов, поэм и повестей, множество исторических, литературных статей, ряда очерков. В стихах поэта отражены все этапы жизни народа в изгнании, его чаяния и помыслы, его борьба за возвращение на родину. В 1997 году к 70-летию поэта впервые за 50 лет творчества издана книга стихов Идриса Асанина «Бір авуч топрах». «Горсть земли» на русском языке эта книга переводится «Бір авуч топрах». Так эта книга написана, в эту книгу вошли произведения, которые он писал в течение 53 лет. Больше 180 произведений туда вошли. Он переводами занимался. Вообще он очень интеллигентный человек был. Библиотека имени Исмаила Гаспринского вот уже 7 лет организовывает памятный вечер, посвященный Идрису Асанину. Произведения его для фонда очень ценные, говорят сотрудники библиотеки. Библиотека уделяет определенное внимание творчеству, деятельности Идриса Ага. Идрис Асанин оставил неизгладимый след в истории крымтатарского народа, а также в истории развития Крымтатарской библиотеки имени Гаспринского, потому что личная библиотека, фонд Идриса Ага как бы влился в фонд библиотеки и составляет определенную ценность для нас. В архиве, у нас в отделе архива хранятся письменности, какие-то тетради Идриса Ага, которые передали родственники уже после его смерти. Идрис Асанин написал многотомное издание «Адалет Куреша Сафларында» в рядах борьбы за справедливость. В книге описана история о наиболее известных участниках национального движения, внесших достойный вклад в борьбу за возвращение на родину, в сохранение и возрождение национальной культуры. Мавиле Июб, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет.